Почвоведения, Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия работает над составлением почвенной карты Жалалабадской области Кыргызской республики. Почвенная карта – это важный научный документ, отражающий закономерности распространения географического пространства по вертикальной поверхности и горизонтальной поверхности почвенного покрова Жалалабадской области. Да? И при составлении почвенной карты сперва используется по традиционным методам планшеты. До этого выедем на поле для почвенных съемок, делаем ключевые базовые почвенные разрезы. Оттуда возьмем почвенные образцы, сдаем на анализы, и полученных анализов даем характеристики, физико-химические характеристики почвенного покрова Жалалабадской области. Данная карта была составлена в течение 2019 по 2024 года. Для выделения почвенной карты Жалалабадской области у нас обычно принято разделение на две большие группы. Это почвы равнинных территорий, то есть почвы подгорных равнин и предгорий, и почвы горных склонов. Почвы подгорных равнин и предгорий – это середземы светлые, типичные. Они выделены русским ученым Нестроевым в 1913 году. Это зональная почва, и они составляют основной земельный фонд Жалалабадской области. Середземы типичные, середземы светлые, возделываются все эти сельскохозяйственную культуру, и в том числе хлопок, да, все возделываются. Выше середземы темные, и выше постепенно появляется почва горных областей, склоновых. Это почва середземы темные и коричневые почвы. Это коричневые почвы в основном распространены в Жалалабадской области. Это как почвенный покров распространен на субтропических зонах, где выделяются кустарники. Выше почвы, горно-лесные почвы орехоплодовых лесов, это Асланбаб, уникальные горно-лесные почвы орехоплодовых лесов. Выше горные, в том же районе горные лесные почвы еловых лесов, горно-лесные почвы арчевников, потом и выше уже почвы субальпийские и альпийские зоны Жалалабадской области. Таким образом, наш отдел составил почвенные карты Жалалабадской области 2000 масштаба с применением традиционной ЕГИС-технологии. И кроме этого бумажного варианта, у нас существует и цифровой вариант, электронный вариант. Далее мы покажем видеоматериалы, которые на полевых условиях были сделаны почвенные образцы, взятые описание почвенные, морфологическое описание в полевых условиях. При участии участников это конференции, студентов, которые участвовали в этом описании. Это камни все окатанные, алювий называется. Если эти камни ребристые болса, пролювий волнок, да? Потому что там селевые потоки. А эти где-то минимум 50-10 тысяч лет тому назад, да? Окатанный алювий, постоянный водоток. Она пойманная почва. Почему пойманная? Пойманная почва очень богатая питательными элементами. Гумусовый горизонт очень широкий, да? Здесь содержится, смотрите, это камень, гальки, она щебень,
смотрите, песок есть. Смотрите, песок. Пятнистый имеет банан. Гордон камки. Вот камки. Гордон более камковатая структура. Комковатая. Вот смотрите, смотрите. Камковатая. Значит, органика көп болған десем. Да. Андан ылдый кыз оны, Анна. 89-дан ылдый Винижия, да? Мына, более уплотнен, мехсостав более тяжелый, она неме уже даже глина. Да, глина. Тяжелый глинистый, да, тяжелый, да? Она бұл жерде еме где-то лес видно, су глина. Ну, где-то